Ассаламу алейкум, мои подписчики. Когда они это уже переехали, мои родители, мой брат это только это был с ними один ребенок. Ну, переехали в дом, который я рассказала, что строил мой папа, 6 соток там, в центре это район, Орджоникидзевский район, да. И потом, когда второй или третий ребенок родился, и мой папа обратно хотел ну, переехать это, ну, в село жить, да, на горах, где они жили это раньше. Потом моя мама, она посоветовалась со своим родного брата, старшего брата. Говорит, вот это мой муж хочет переехать, как ты это думаешь над этим? Мой дядя говорит, дает свои советы, говорит, мне лучше не переехать туда, потому что там нету соседов, нету детей, как это ваши дети там растут, с кем они будут как это играть, там школы еще нету, говорит мой дядя, а дети ваши же должны в школу ходить. Школа были другое это село. Они как спустились какой-то сколько километров, потом в другой соседнем это село было школа. А вот где они жили, мои родители, там не было школы. Хорошо, говорит, моя мама услышала тебе, говорит, дядя. Потом папа это пришел с работы вечером, потом моя мама как это покушали, ужинали, потом моя мама говорит, поговорить надо. Поговорили, и моя мама говорит, не хочу, что обратно переехали в село. Мой папа говорит, почему? Потом моя мама все объясняет. Папа говорит, хорошо. Мой дядя говорит: "Ты аккуратно, красиво это потом объясни мужу". А моя мама сама аккуратно это объясняет. Это папа говорит: "Вот так, если мы переедем, там, школы нету, наши дети как растут, как это образование они получают? Что они будут там, как пастухом, как это, стать работать, что ли?" "Нет", говорит моя мама, говорит: "Я хочу, чтобы мои дети, они нормальное образование получили". Мой папа говорит: "Хорошо, я не поеду, я это тебе услышал, как это хочешь, так и мы это останемся здесь". Они остались. Вот видите, как это взаимопонимание между мужем и женой. Моя мама сказала, мой папа сказал, услышал, принял ее слова, да. Вот так должно быть муж и жена. Они должны как это говорить и взаимопонимание, и объяснить друг друга. Потому что дети, они наше будущее, правильно? Они должны, как это, получить образование, они должны развиваться. А там это село, гора, кто это не хочет учиться, ради Аллаха, пусть они поедет там и поживет. Люди же разные бывают. Кто-то хочет жить в село, кто-то хочет в городе, кто-то хочет в центр, это район. Это сейчас, это в Пресс-Сере это был район, где мы это родили и выросли. Это сейчас город стал. Да. Вот так. Поэтому муж и жена, если они друг понимают, взаимопонимание между ними есть, дети вот растут, как вот мы выросли. Я как рассказала вам историю нашей жизни. Полноценная семья, полноценный, как это, полное, как это, правильное воспитание детей, как это получается. Дети получают от родителей, своих родителей. Правильно? Благодарю за внимание.